1943 жыл Сталин болған заманда Карачай миллетini көчүрген да барысында. Не только Карачай миллетini, Малқар, Түрк, Ақысқа, Карелияны, Чечені, Ингушны, жық миллетini көчүрген да. Ошо биз Казакстанда түшкенбиз. Казакстанда туылған бір жылла 6 ай болған заманда мамам Кыргызстанга келген. Ошо 65 жыл Кыргызстанда турам. 43 жылы ноябрь айда уже кыш келейин өлген убакта туру калбак бет Карачак. Жок болуп калбат. Эсте кыргыздар болбосун. Келген адамга өздөрүнүн азыр кыргыздарда семья онча чоң эмес да. Ол вакытта 10 адам, 8 адам и 5-6 адамдын Карачайдардын өзүнүн үйүнө киргизип туруп чогуу жашап калган. Ар дайым ол эске келсе бауыр езилип кетет да. Так что бул тема өтө кыйын тема. Бул эки улут мындай бир кусок нанды бөлүтүп жеген убактысы болгон. Если Кавказга барам деп звонить кылсаң, келем деп, билесизби, мен сурайт эмне алып кел деп. Кыргыздардын ырын алып кел дейт. Мына. Бирдеке бир белек алып кел деп сураганы жок. Кийимби, саатпы, я башка. Кыргыздардын ырдарын алып кел дейт да. Хотя уже 55 жылдан Аслана Карачай кеткен, но бірақ ата-енесі балдарына айтып коет да. Мындай болгон деп. Ошол себептен бул жерде Карачай көп эмес, но колдон келген иштеп туруп аракет кылат. Өзүн уят кылбайын деп бул элге. Biz bir çoğun üyeliğinde törelip ösken bizde ata-enemden 7 жігіт 4 kız болған. Олардың içinde en çoğu men, kızlardan içinde kişisi Zuhra. Zuhra Şahrat Ali'nden keyin жашылча саткан сатуучунун учениги болуп башталган. Шахарга кетиштим. Шахарда техникум советской торговли. Ошону баштадым по специальности товароведение продовольственных товаров. Күндүз иштедим, күндүз. Кечкиде заочно окудум. Жана Московский торговый институт по специальности экономия торговли ошону баштадым заочно. Вот. Ошондон бери бир жерде 20 жыл иштедим. Сода кылып. Ошо 18 жашта болгом. Ученица продавца. Ошо 20 жылдын ичинде кесим болгом, начальник объединения заготовкалар 20 ичинде по ступенькам росла и шо. Андан бери 91 жылы союз жок болгон да. Союз жок болгон заманда турфирмада иштедим. 2009 жылда ошо жерге келдим. Ассамблея народа Кыргызстанга Карачайдын башчылыгы болуп. Ошо 10 жыл мен ассамблеяда иштеген, Карачай миллетинин болдум. Карачайлардын диаспорасын жетиктеп келатат. Биринчи жыл председатель болуп туруп отчет кылат да. Мында Мажит деген bir киши бар. Ал айтты, Зухрага чейин
10 жылда іштегендің үшін диаспораны Зухра 1 жылға іштеп бітті дейді. 10 жылдың içinde мен işlеген заманда біріншіден 9 айның içinde біздің ассоциациябыз ең мықты ассоциация болған 290 жылында. Стали лучше ассоциация. Үшіншісі, Зухра ансамбль құрды. Ансамбль іштеп тұрып, азыр народный деген нам берді Министерство образования и наука. Ішінде жалаң қарачай, балдар, қылдар емес, қырғыздар да бар, өзбектер да бар, қазақтар да бар, балдар, қыздар, кім қаласа олар ішінде. Вот. Для нас это большая честь, для такого маленького народа в Кыргызстане. Для меня это было очень сложно. Длительный период, 10 лет содержать ансамбль, это непросто. И вот в течение 10 лет мы стали народным. Китап жазгам. Карачаевцы Кыргызстана, история и современность. Кавказға барып, историческая родина, да, Атажұрт. Карачайда Атажұрт или историческая родина. Алайға барып, мында Карачай миллет 1760 адам бар. Переписте 2009 жылдан. Президентке барып, осағытта президент Эбзеев болған. 208 участок алдым. Үйшілерге. Карачай миллет көшіп кетселі, Кавказға барсала, если сүйерге барсала, сүйселе барырға Кавказға. Ошо жерде жер берілікті 208 участок үйшілерге. Ошо чоң іш. Қызым бар, уже чоң қызла, уже іштейді уже. 2 күйеу балам бар, жақшы күйеу балам. 4 неберем бар. 2 қыз бала, 2 жаш бала. Вот 2 қыз неберем уже 4-ші классқа өткен. Бірі құру бешліге оқыды, отличница, бірі да ударница. Поэтому я горжусь этими девочками, потому что образование хорошее получает, отличник, ударница. А 2 бала болса невере, был 1-ші классқа барады. Бывают такие случаи, когда, например, мама исполняла обязанности Ассамблеи народа Кыргызстана. Были такие моменты, когда какие-то праздники, а мама на работе, и не только там до 6, до 8, а до 2 часов они сидели, готовились к Курултаю, до 3 часов. Тут все работники оставались у мамы ночевать, потому что рядом, чтобы домой не ехать уже в такое время. Так что да, но ее работа — это ее гордость. Нет, нас никогда не били, на нас никогда не кричали. У нас только 2 девочки, мне еще есть младшая сестра, и как-то нам всегда, наши родители всегда были против такой методики воспитания, только все решалось с помощью разговоров, объяснений, что делать так нельзя в те или иные моменты. То есть если мы что-то делали не так, то мы получали. Вот, а так она очень умная женщина, очень хорошая мама. Как активного деятеля ее знает уже вся страна. Она реализовалась и в работе как бизнес-вумен, так что она разносторонний человек. И очень-очень добрая бабушка. Бабушка у меня хорошая, она вкусно готовит, она очень ответственный человек, я ее люблю. Мы с ней вместе ходим везде, она меня везде берет. Вот что я попрошу, то она мне купит. У нас есть блюдо, которое называется хачины. Всегда я любила хачины, и вкусно готовит бабушка.
өзүнүн ишине аялдык, энелик сезимин, мээримин берип иштейт. Ошон үчүн бунун кылган иши көзгө көрүнүктүү да, анан берекелүү. Мен ойлойм, Алла разы болсун Зухра эжеге. Мен ушул абдан разымын, ушул эжелерин таанып, анан коллега болуп жүргөнүмө. Зухра эжени мен 5 жылдан бери тааныйм. Мен ушул тааныганыма абдан курсанмын. Зухра Хажимахановна абдан акылдуу, эстүү, кыйын жетекчи. Биз этникалык кыргыздар ушул 2004 жылы ассамблеяга мүчө болгондон баштап биз тыгыз байланыштабыз. Мен өзүм таң калам Зухра эжеге, анын иштемдигине, күнү-түн иштейт, эмгек кылат. Анан өзүнүн үрп адат, салт, маданиятын катуу, тилин катуу кармайт. Анан ассамблеяда 7 ай милдет аткаруучу болуп алды. Аны да так жакшына иштеп кайра өткөзүп берди. Бүт этнос өкүлдөрү менен, жетекчилери менен абдан жакшы мамиледе. Бизге Зухра Хажимахановна этникалык кыргыздарга ошол 4 жылдан бери как куратор катары, как эне катары, как аял катары, как бизнесмен катары абдан катуу чоң жардам берип жүрөт. Жакшы көрөм, потому что интересная работа и, как сказать, я думаю, что очень полезная работа, потому что сближение народов через культуру, через спорт и объединение – это есть единство, а единство – это сила любого государства. Поэтому надо работать, надо стараться и сохранить все то, что мы сегодня имеем в Кыргызстане. На ассамблеяны азыр бүгүн карасаң, 30 диаспора бар ичинде. Ошо 30-дун ичинде Карачай диаспорасы бар. Максаты ассамблеяны болгон милдет биримдикте болса. Биримдик болса, тынчылык болот такыралда. Мамлекетибизде ошо основной цель и задача – это дружба и единство народов. Кроме этого же Ассамблея народа Кыргызстана состоит из народа Кыргызстана. И они занимаются не только этой, они заняты во всех сферах народного хозяйства Кыргызской Республики. Все свои силы и знания вкладывают сюда, в нашу любимую страну, для развития экономики. Шо барста этот максаты ассамблеяны тынчылык болбос каралда. Биримдик болсун, Кыргызстан гүлдөй берсин. Я думаю, что каждый из нас есть кыргызстанец, и кто бы из нас не находился бы, хоть где бы мы не находились бы за рубежом, нас представляет как мы представляемся, и есть мы, кыргызстанцы. И каждый из нас, как личность, должна представлять достойно свою страну. Или по каждому из нас судят в целом наш Кыргызстан. Вы знаете, вот сейчас я подумала и выяснилось, что знаем мы друг друга уже 10 лет. 10 лет. И о Зухре я могу сказать только все очень хорошее, потому что она очень добрая, очень верная, она очень щедрая. И, наверное, уже потому, как вы сюда пришли, вы, наверное, почувствовали ауру ее дома. Дом очень гостеприимный, как ее семья, как она сама. Хочется быть с ней, хочется с ней общаться. Потому что... Карачаевцы вообще, карачаевцы, неважно, это девушка или парень, неважно, они дают ему образование. Поэтому, наверное, мой маленький народ, которым я горжусь, который находится здесь, в Кыргызстане, проживает, наверное, и Кыргызстан гордится ими. У нас на такой маленький народ 4 доктора наук есть,
6 кандидатов наук есть, 6 аилых меты есть, депутатов аильных меты. Впервые этот вот созыв депутатов нету карачаевцев, а так все время был представлен, карачаевцами был представлен в Джугруку Кенеши всегда 2 депутатами, только в этом суде. Вот я считаю, что все-таки образование дает вот такое качество, потому что только образование может двигать и экономику, и культуру, и традиции, и обычаи сохранить, да. Вот я считаю так, что качественные народы, когда, да, и качественное образование – это большой прогресс для любого государства. Но Родина – это все. Поэтому ее, как бы говорить, что она для меня, это все для меня. Родина. Я живу здесь. Я ращу своих детей. Я учу их любви к своей родине. И если кто-то будет, наверное, говорить, что не любит Родину, это никогда никто это не может сказать, потому что это тут уже в крови сидит любовь к родине. Родина – это как мама, а маму всегда ты любишь искренней любовью. Поэтому, когда сравнишь родину, подразумеваешь мама. Когда говоришь мама, подразумеваешь родину. И не любить родину невозможно, просто невозможно. Это даже теоретически в голове не укладывается, чтобы не любить свою родину. Конечно, я люблю свою родину. Родина — это где тебя всегда ждут. Это твой родной дом, где ты любишь свою родину со всем плохим и хорошим, что в ней есть. И ты знаешь, например, я когда бываю где-то за границей, я через 10 дней я сюда приезжаю, я готова целовать здесь землю, людей всех наших, которые здесь, чужих, хороших, плохих, потому что это моя родина, потому что я ее люблю, она такая, какая она есть. Для меня она самая замечательная. Родина – это место, где ты родился, это раз. Родина – это место, где вокруг тебя родные люди, друзья, где люди делают то, что ты от них ждешь, да? Где люди говорят на том языке, который ты понимаешь, да? И, наверное, то место, в котором ты себя чувствуешь очень спокойно. Это дом, Родина, дом. Родина – это все, что у человека есть. Потому что ценнее, чем Родина, ничего нет. Пусть сохранит нас Всевышний, чтобы мы не имели Родины. Потому что это очень сложно, когда нет своей земли, своей государственности. Слава Богу, в Кыргызстане есть свой гимн, флаг, герб, как у всех нормальных государств. Что мы особо после Союза мы приобрели свою государственность, и я этим горжусь, что у нас есть Родина. Независимая, которая заняла достойное место сегодня в мире.